Участники конференции «От Терека до Дона» свой день начали с возложения цветов к мемориалу памяти имени первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Герои сегодняшних дней – казаки, приехали из республик Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Знакомство с регионом они начали с аллеи славы. Есть у нас программа осенью, мы проводим, организуем, готовим народные скачки, потом будут выступления казачества, будут конные выступления, потом выставка творчества народов от Дона до Терека, будет восстановлен культурный центр, казачий культурный центр, будет обновлена форма одежды. И уже позже наболевшие проблемы казаки обсудили в Доме радио с представителями Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации. По разным источникам, впервые казаки появились на чеченской земле в 1570 году. Их исторической родиной стало Рязанское княжество. Сегодня только в Шелковском районе проживает более 2000 казаков. Сохраняя свои обычаи, они не потеряли самобытность. Каждый год всем муниципалитетам казаки отмечают праздники. Отношения казаков и чеченцев нашли свое отражение в художественной литературе, в классике, в произведениях Льва Николаевича Толстого. Многие терские казаки были кунаками чеченцев. Они гордились этой дружбой и верностью и передавали эту традицию от своих детей, от себя своим детям и внукам. Поэтому нельзя сегодня не вспомнить и доблестных воинов легендарной дикой дивизии, которой в этом году исполняется 100 лет. Полки, которые вместе с казачьими полками бок о бок защищали российское отечество. Поддержка разных национальностей осуществляется на республиканском уровне. Казаки не стали исключением. Для них также разрабатывается региональная программа по трудоустройству в различные министерства и ведомства. В скором времени также планируется построить Дом дружбы и этнопарк. До сих пор в Науре есть кунаки, потому что станица Наурская, даже в Кавказскую войну был менный двор, где казаки и горцы обменивались своей произведенной продукцией. И вот, значит, у кого в станице Наурской были кунаки, те оставались ночевать в станице Наурской. У кого не было, значит, те должны там в определенное время через паром уехать к себе домой. И вот это, мы знаем, что все по обычаям куначества, он уже за него отнесет хозяин полную ответственность. На конференции сегодня выступили казаки из других регионов. Все они отметили гостеприимство и дружелюбие чеченского народа. Такая конференция в республике проводится впервые. В своем выступлении Шайх Джамалдаев отметил, что подобные встречи важны в целом для общества. Они воспитывают толерантность и взаимоуважение среди народов. По итогам встречи собравшиеся приняли резолюцию. Всем казакам были вручены памятные грамоты от министра. Гости в долгу не остались и преподнесли министру также подарки. В столь плотном соседстве невозможно жить обособленно. Поэтому казаки и чеченцы были не просто соседями, они редко кунаками и даже стояли в кровном родстве. Это считалось нормой, как, впрочем, и взаимопроникновение культур. Даже в речи были заимствования из других языков. Первый день конференции для гостей закончился экскурсией по городу. Им показали главные достопримечательности столицы. Уже завтра они продолжат свою работу. На Тереке в Наурском районе пройдет празднование Дня казачки. Левтина Банадыкова, Муслим Типаев и Луиза Юнусова. Новости.